Прогнозирование подвижки горных масс на рудниках Алроса позволило избежать множества несчастных случаев, связанных с оборудованием. Какая служба в ответе за этот пласт работы, расскажет Елизавета Кочеткова. 25 аварий в год. Такая статистика на рудниках Алроса наблюдалась несколько лет назад. Основной причиной несчастных случаев было внезапное обрушение горных масс. Эту ситуацию удалось взять под контроль в 2014 году. Тогда в компании создали службу геотехнического контроля за горным массивом. Отмечено было, что в 2013 году резко возросла аварийность из-за того, что специалисты-горняки, хорошие специалисты, были не готовы к изменяющимся условиям и высоким темпам ведения горных работ на тот момент времени. Поэтому было принято решение создать такой геотехнический кластер. Он был внедрен как в проектном институте, так и на предприятиях. Служба геотехники – это взаимодействие практики и науки. Специалисты рудников и инженеры Института Якутнепроалмаз работают в одной команде. Одни выдают рекомендации, а другие их строго выполняют. Прямо из шахты порода попадает в лабораторию геомеханики, где из нее изготавливают вот такие вот образцы, которые испытывают на этом гидравлическом прессе. Породы, которые привозят к нам в лабораторию геомеханики, мы исследуем на физико-механические свойства, такие как влажность, плотность, прочность. Изучая физико-механические свойства пород, геотехники вносят поправки в проекты выработок, где установить металлическую крепь, где залить бетоном, а где достаточно и деревянных конструкций. Ситуацию с обрушениями научились контролировать. Статистика подтверждает, в 2014 году произошел один несчастный случай, а в 2015 аварийных ситуаций на рудниках Алроса и вовсе не было. Сегодня инженеры геотехнической службы продолжают исследования. Цель специалистов – научиться избегать обрушений и падений породы в принципе, чтобы каждый из тех, кто спускается в шахту, в конце смены услышал привычную шахтерскую фразу. Ну, господа, едем на гора! На гора! Елизавета Кочетова, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».